Вы смотрите очередной выпуск детских новостей. В эфире работаем мы, Алексей Синкинеев и Наташа Колосова. Здравствуйте! Билеты для детей от 10 до 18 лет на проезд железнодорожным транспортом внутри страны подешевеют вдвое. Если раньше льготный тариф действовал только во время учебного года, то теперь он стал постоянным. Альберт Миронов подробнее. В России детский тариф со скидкой 50% действовал для школьников от 10 до 18 лет только в течение учебного года с начала сентября по конец мая. Распространяется он на проезд в плацкарных и сидячих вагонах или купе двухэтажных составов. С марта прошлого года дисконт продлили и на летние месяцы, но не на всех поездах, а только принадлежащих федеральной пассажирской компании. 4 марта 2025 года правительство приняло постановление, которое устанавливает постоянную скидку на детские билеты в течение года, а после был издан приказ, вступивший в силу 11 мая. Благодаря этому документу при покупке билета для детей в возрасте от 10 до 18 лет применяют льготу 50% к действующим взрослым тарифам на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом внутри страны. Льгота по-прежнему распространяется на проезд в плацкарных и сидячих вагонах или купе в двухэтажных составах. Еще одно важное условие – дети должны быть гражданами России. Если раньше при посадке в вагон проводники требовали предъявить справку о том, что ребенок учится в конкретной школе, то сейчас это уже не нужно. Достаточно паспорта или свидетельства о рождении пассажира. Этим летом в нашей республике будут работать множество лагерей. Как записать школьника и какие документы для этого нужны, расскажет нам Диана Сивцева. Еще несколько дней и начнутся долгожданные летние каникулы, а это значит, о выборе детского лагеря нужно задумываться заранее. Мы узнали, сколько детских лагерей работает в нашей республике. В этом году у нас будет открыто 560 лагерей по всей республике нашей, да, и из них у нас будет оздоровлено 57 тысяч детей, которые возьмут путевки и будут отдыхать в наших лагерях по всей республике. Причем 48 лагерей – это стационарных лагерей, остальные лагеря – это лагеря труда и отдыха, палаточные лагеря и лагеря дневного пребывания. В этом году для записи в детские лагеря ввели нововведение. Родители и законные представители детей теперь могут подавать заявления, не выходя из дома, через портал госуслуги. Намного упрощает отношение, к записи, да, потому что если раньше я ходила ногами и сдавала документы, например, да, собирала все это, то сейчас это можно сделать все электронно, поэтому я считаю, что эти нововведения должны быть. 15 мая родители уже имеют возможность подать заявление через госуслуги. Также мамы и папы могут подать заявление лично в выбранном учреждении. После того, как придет положительное решение, необходимо будет подготовить следующие документы. Договор, согласие на размещение фотографий, форма 076, информированное добровольное согласие на медицинские вмешательства, согласие на обработку персональных данных, копия, свидетельства о рождении или паспорта, справка СЭС и анализы. Диана Сивцева, Станислав Потапов, Якутск. В России составят список из 100 лучших фильмов для школьников. В него войдут российские и советские фильмы, которые будут показывать в школах. Такое поручение дал президент России Владимир Путин. В список войдут фильмы, которые способны познакомить подростков с классическим кинематографом и обладают воспитательным потенциалом. 16 мая 1924 года в Советском Союзе вышел первый номер журнала «Мурзилка», предназначенный для детей младшего школьного возраста от 6 до 12 лет, который очень быстро стал популярным детским литературно-художественным изданием. 50 лет выписывает этот журнал с момента своего открытия «Моя библиотека города Якутска». Подробнее в материале Дарьи Бутенко. За 101 год существования всеми любимого журнала «Мурзилка» его выпуск не прерывался ни разу. В 2012 году «Мурзилка» был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как детский журнал с самым длительным сроком издания в мире. Журнал «Мурзилка» читали многие поколения детей. В основу журнала входит художественная детская литература, сказки, сказочные повести, рассказы и стихи. В разные годы писались Агния Барто, Корней Чуковский, Константин Паустовский и другие. «Мурзилка» тесно связан с жизнью и интересами юных читателей.
В каждом выпуске читатели ждут не только новые стихи и рассказы, но и познавательные развлекательные материалы. Именно поэтому многие родители, учителя, воспитатели и библиотекари часто используют журнал в своей работе с детьми. Журнал «Мурзилку» мы выписываем со дня открытия нашей библиотеки. А нашей библиотеке нынче исполняется целых 50 лет. Это старейшая библиотека нашего города. Мурзилка всегда у нас была самым верным таким помощником в работе с детьми. Читают ли современные дети Мурзилку? Да, конечно. Мы в работе всегда используем журнал «Мурзилка», потому что она очень-очень интересна. И каждый год я обязательно выхожу с этим журналом в первые классы. Им всегда очень интересно. Там очень много полезных рубрик, которым мы задаем разные задания, и они с интересом выполняют. Журнал «Мурзилка» и Российская государственная детская библиотека сделали подарок всем, кто помнит и любит Мурзилку. Архив журнала с 1924 по 2015 год в открытом доступе. Дарья Бутенко, Ниргун Старостин, Якутск. А из следующего сюжета мы узнаем о правильном сборе березового сока, а также его полезности. Разбиралась Валерия Антонова. Весной настает пора березового сока. В каждом регионе России она разная. Как только тает снег в лесу, в березах начинается соковыделение. Так как это сезонный продукт, сбор сока обычно длится 2-3 недели в году. Сок добывают в лесу, подальше от города и заводов. Также должно быть максимальное удаление от трассы. Итак, как же понять, какая береза нам нужна? Для этого нужно выбрать дерево, диаметр которого на уровне груди взрослого человека составляет 25-30 см. Молодые березы трогать нельзя, во избежание их гибели. Старый тоже, так как качество сока у него слабее, чем у средневозрастной березы. Каким образом получить сок? После того, как вы определили нужное дерево, необходимо сделать в нем неглубокое отверстие, приблизительно 1,5 см, чтобы миновать кору, но не слишком углубляться в древесину. Обычно для этого используют нож, шило, либо шуруповерт. В отверстие вставляют пластиковую трубочку, соломинку, либо капельницу. По ней сок будет стекать в емкость. За сутки рекомендуют брать 2 литра сока. Если взять больше, береза может погибнуть. После того, как ваша тара наполнилась, рану на теле дерева нужно закрыть, чтобы оно не засохло. А для этого используют садовый вар, воск, либо мох. По словам врачей-диетологов, березовый сок богат полезными микроэлементами, содержит марганец, необходимый организму для антиоксидантной защиты. Также в нем есть калий и магний. Калий убирает отеки и лишнюю жидкость из организма, укрепляет сердечную мышцу. Магний расширяет сосуды, особенно при стрессе, и успокаивает. Валерия Антонова, Якутск. 18 мая в Якутии отмечают День подснежника. У якутян эти цветы считаются символом весны и предвестниками тепла. Сегодня в республике насчитывается 5 видов подснежников, среди которых 2 вида имеют статус краснокнижных. Накануне праздника желающие смогли увидеть 4 вида подснежников в ботаническом саду Института биологических проблем криолитозоны. Помимо экскурсии, гостям была предоставлена настоящая программа, где каждый нашел занятия по душе. Ученик 8 класса Герман Бережнов из села Бердикисях прошлой весной запустил умную ферму BirdSmart. На своей экспериментальной ферме он разводит перепелок, продает яйца местным жителям и проводит экскурсии. Проект был реализован благодаря выигранным конкурсам и грантам и, конечно же, поддержке родителей. Сейчас на ферме у Германа более 100 птиц, за которыми ухаживают с помощью компьютерных алгоритмов. Ферма уникальна тем, что может работать автономно. Например, Герман может следить за происходящим на ферме через видеокамеру, даже находясь в школе. Местные фермеры уже интересуются перепелками, начинают их уже у меня покупать. И яйца, и самих цыплятов. В этот инкубатор я 3 дня назад положил 45 яиц. По идее, уже через 15 дней они должны все уже выйти. Я не уверен, что 100% все выйдут, но точно уверен, что где-то 80%. Поэтому с точным расчетом я уверен. В этом году исполняется 30 лет с момента создания конного маршрута Эмийской школы Амгинского улуса, основанного учителем Николаем Уваровым. Почти 35 лет назад Николай Васильевич собрал местных ребят и организовал конный маршрут.
Этот проект был создан для молодых людей, чтобы через общение с лошадьми, походы и совместный труд они учились ответственностями, взаимовыручке и любви к родной земле. Любовь к животным, понимать животных, силу в руках, чтобы коня удерживать. С 9 лет на коне. Первый поход зимой был, где-то, в общем, наверное, километров 100 проехал. Ну, было тяжело, падал много раз. Потом нормально стало, когда научился управлять. В Якутске поющий фонтан на площади планируют запустить 1 июня, в День защиты детей. Однако фонтан может начать работать и раньше, если будет стоять хорошая погода. Эти темы нам показались самыми интересными для выпуска детских новостей этой недели. Следите за нашими эфирами и будьте в курсе событий. До встречи в эфире!